Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу передачу «Буддийский путь». И сегодня нашу передачу мы проводим в этноцентре Удумбара, в котором периодически проводят учения, где обучают не только тибетскому языку, но и классическому монгольскому языку. В этом этноцентре проводили учения тувинские учителя, как Таипашки, и с 21 июня тут проводятся уроки тибетского языка и буддийской логики нашим лектором Баву Алдаром. Здравствуйте, наши участники. Долгар, здравствуй, и Алдар, здравствуй. Здравствуйте. И на прошлой передаче мы говорили о истории Будды, как Будда появился на этот свет, как он рос, где родился и как он ушел из этой жизни. Но мы сегодня хотели бы конкретно ознакомить с нашей книгой, и мы остановились на первом повороте колеса учения Будды. Первыми учениками Будды были два оленя. И посмотрите на этот рисунок. Вы увидите, что не только два оленя, но и 5 монахов, которые пришли ему, в оленью рощу. Они встретились с Буддой. Или, скорее, наверное, наоборот, Будда пришел на оленью рощу, чтобы встретиться с 5 монахами. Это первые были его ученики. А можешь еще дополнить, что касается первого поворота колеса учения? Да, мне хотелось бы добавить о том, что 5 ближайших учеников Будды во время его первого поворота колеса учения, они также вместе сидели на протяжении 6 лет. Они вместе сидели, они медитировали, они искали, в чем же истина, в чем же смысл всего существования человека и всего бытия. И потом в какой-то момент Будда, он ведь понял, что не надо слишком впадать в крайности, что неправильно вести роскошный образ жизни, и в то же время совсем неправильно быть аскетом. Нужно держать середину между этими путями. И тогда его 5, в те времена было еще его друзья, они оставили его, они сказали, что больше не пойдут за ним. Но потом, когда Будда достиг просветления, они очень удивились и подошли к Будде и спросили: «Как так? Ты же сдался? Как ты смог достичь всеведения?» И Будда объяснил: «Нет, я не сдавался, и я продолжал идти к своей цели. Я никогда не покидал живых существ. Но я понял, что то, к чему мы ходили, это не путь. То есть изнурять себя, пить себя, чем-то себя изматывать, это не является хорошо». И после просветления Будда Шакьямуни встретился со своими 5 учениками, и тогда он повернул первый поворот колеса учения. Первая истина — это истина о страдании. Вторая истина — это о причинах страдания. И третья — это прекращение страдания. И четвертая истина — это о пути. И таким образом на первом повороте колеса учения Будда сказал о 4 благородных истинах. 4 благородные истины, они связаны с 4 безмерными. Это безмерная доброта, безмерная любовь, безмерное сострадание и безмерная равностность. А также, когда мы изучаем историю Будды, мы должны еще узнать о том, как Будда встречался с другими, со своими учениками, какие он показывал истории. Однажды, когда он сидел на троне, к нему приблизилась змея, и змея хотела ужалить Будду, и Будда сказал: «Усмирись и будь доброй, хорошей». Далее есть такая история при жизни Будды. Цари, они очень любили сады, и одна царица, чтобы подарить рощу, сад, она
обратилась к другому царю, и царь сказал, что я продам эту землю только тогда, когда и всю территорию сада покроют монетками, золотыми монетками. И он был как бы не уверен в том, что это вообще можно совершить, но самые богатые люди, чтобы выкупить землю у царя, все до единого покрыли золотыми монетками. И тогда царю пришлось продать эту землю царице. И тогда на этой земле, в этом саду Будда в дальнейшем уже даровал тоже учение. Дальше есть такая история Будды, когда он проводил учение, к нему приблизилась красавица, которая утешала его веером. И тогда Будда увидел, что от красоты царицы, что красота, она не вечна, она может исчезнуть в любой момент, и что человеческое тело, особенно тело женщины, оно непостоянно, что потом оно превратится в старушку, потом уже это тело превратится в скелет. И следующее у нас есть тоже такая очень интересная история о одной Киса Готами, и она пришла к Будде попросить такое чудо, чтобы он оживил его сына, ее сына. И она очень просила Будду, чтобы какими-то путями ее сын, умерший сын, опять обрел жизнь. И тогда Будда послал эту женщину обратно в город, чтобы она постучалась о каждую дверь и взяла маленькую горчицу, зернышко у той семьи, где не было смерти, там, где никто не умер. И тогда эта женщина с большой надеждой побежала в город и начала стучать во все двери. И когда она стучалась и просила зернышко у той семьи, где никто не умирал, оказалось, что в каждой семье всегда присутствовала смерть, приходила смерть и забирала близких. И тогда Киса Готами, она поняла, что смерть неизбежна, что смерть может прийти в любой момент, и даже в утробе матери, во время рождения, и даже маленькие дети умирают, и смерть забирает любого человека. И таким образом тема смерти, непостоянства и тема драгоценной человеческой жизни, она пронизана в учении Будды. Есть еще такая история о Ангулимане. Это был такой разбойник во времена жизни Будды. И Ангулимана, который следовал неправильным путем, он убивал людей и забирал по маленькому пальцу, чтобы сделать себе ожерелье, четки. И осталось только достать один палец, и он шел по саду и увидел Будду. Будда тоже заметил разбойника, и он остановился, а тот бежал, и он бежал со всех сил. И когда он добрался до Будды, и он спросил Будду: «Как так, что я бегу со всех сил, а ты стоишь на одном месте?» И Будда тогда ответил: «Я уже давно остановился, а ты по-прежнему бежишь». И эта история связана с тем, что Будда сказал ему, что уже пора остановиться и встать на правильный путь, что он овладел неправильным воззрением, и что вот эти четкие из человеческих пальцев не приведут ему к счастливой жизни. И таким образом он Ангулиману дал ему учение, он попросил учения, он дал учение. И таким образом разбойник стал монахом, и за одну жизнь он обрел просветление. И зная эти истории Будды, мы понимаем, что
Будда стал Буддой не только за эту жизнь, он многие кальпы собирал добродетели. И когда мы читаем джатаки, и вы можете прочитать джатаки с книг, из интернета, есть очень много источников, о которых говорят о прошлых жизнях Будды. В те времена он был бодхисаттвой, и как он накапливал добродетель, как он рождался слоном, как он однажды переродился с ланью, оленью, царем, и кем он не был в прошлых рождениях. И через многие-многие века и кальпы, и времена Будда, накопив большую добродетель, однажды он достиг просветления. А что вы можете сказать и добавить по поводу истории Будды? Что у вас есть интересного, и с чем вы можете поделиться, что вы узнали нового, Алдар? И тогда он начал наставлять так. Есть 4 правды, 4 истины, которые являются высшими в этом мире. Первое – это о том, что есть истина страданий. То есть все мы влияем, находимся под влиянием каких-то проблем. То есть считайте даже каждый день. Вот. И у каждой проблемы есть причина. Это уже вторая истина. Потом он сказал третью истину. Это о том, как можно решить ту или иную проблему. И четвертое, как можно достичь цели. Таким образом, проще говоря, Будда преподал учение о том, как достичь счастья и не страдать. 24 мая в селе Торахем открыли строительство Хуре. И все те люди, которые хотят принять участие в Үргүлах, в подношениях, вы можете обратиться в Тозинский район и принять участие в строительстве нового Хуре. В мае также началось строительство Хуре в ПГТ Кахем, рядом с Пуруган, Сесерлик, там, где есть барабаны. И этим проектом занимается Ожег Чингис Александрович. И вы также можете связаться с ним и внести свой вклад в развитие буддизма в Туве. А также недавно начали тоже благоустраивать в селе Кочетово в Тандынском районе аллея Будды называется такой новый проект. И вы тоже можете связаться с Айлык Сюроловной. Она является выпускницей Кочетовской средней школы и тоже принять участие в благотворительности. А также в городе Кызыле продолжается проект строительства Будды, статуи Будды Шакьямуни, который, наверное, возведут этим летом на горе Дуге. И этим проектом занимается Пуян Пашке. А также, чтобы еще больше глубоко изучить историю Будды, вы можете прийти в этноцентр Удумбара и послушать эти лекции у нашего лектора Бабу Алдара, призера первого места Гоманга с учеником из Дрипун Гоманга, который тоже преподает тибетский язык и буддийскую логику в каждую понедельник, среду и пятницу с 6 до 7 часов вечера. Приглашаем вас к нам. Спасибо большое. До свидания. До свидания.